новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. Меня зовут Ларина Сукуева, и я очень рада приветствовать вас в нашей теплой и уютной студии. На календаре сегодня 23 сентября, среда, и сегодня отмечается Международный день жестовых языков. Также этот день календаря запомнился в истории как день выхода в свет платформы Android. Как вы помните, случилось это относительно недавно, в 2008 году. А еще 23 сентября – это день рождения жевательной резинки. Возможно, у кого-то из наших телезрителей сегодня также день рождения или другое знаменательное событие. Пишите нам об этом на наш короткий номер, на наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Мы обязательно вас поздравим. Ну а сейчас по традиции давайте обратимся к нашим синоптикам и узнаем, что они прогнозируют нам на 23 сентября. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня в 6 часов утра в центральных улусах температура воздуха составила -1, -2 градуса. Днем воздух прогреется до 13 градусов. В Заречье утром также было холодно, -3 градуса. Днем +13, +11. На юге утром +1, а днем воздух прогреется до 14 градусов. В Вилюйской группе улусов в 6 часов утра температура воздуха составила 4 градуса, а днем будет тепло, +17, +16. В Нижнеленских улусах утром также минусовая температура 0, -2. Днем воздух прогреется до 12. На западе утром +5, +3. Днем ожидается 17-16. В Колымо-Дигирских улусах утром все еще плюсовая температура, +6, +3. Днем ожидается 8-4 градуса. В Вианских улусах +4 это утренняя температура, а дневная +9, +7. На северо-западе +4, +3 это утренняя температура, а днем воздух прогреется до 13 и 9 градусов. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 2 градуса со знаком плюс, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1,4 метра в секунду. Днем ожидается 14-16 градусов тепла. Спешите подключиться к системе лояльности «Свои», чтобы получать кэшбэк до 40 тысяч ежемесячно, оплачивая покупки Алмаз-Эргенбанка в сети партнеров. Более подробную информацию вы найдете на сайте своиалбанк.ру. А между тем, позавчера Путин наградил Ивана Луцкана орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Указ о награждении государственными наградами Российской Федерации вышел 21 сентября, и среди награжденных главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы и наш коллега Иван Луцкан. Напомним, что летом Луцкан работал во временном стационаре для больных COVID-19 медцентра Якутска, в том числе в так называемой «красной зоне». Осенью он стал одним из победителей конкурса «Лидеры России», и 8 сентября на встрече с Владимиром Путиным рассказал ему о своей работе в стационаре, а также о том, как сам переболел коронавирусом. Поздравляем Ивана Петровича с наградой. Из интересного также следует отметить, что в Якутске в одном из кинотеатров появится новая услуга «Массаж» во время просмотра фильма ужасов. При просмотре фильма ужасов на фоне неожиданных появлений героев, громкой музыки и других напряженных моментов вырабатывается адреналин, гормон страха. Профессиональный массаж снимет избыточный стресс. Кроме того, услуга подойдет для деловых людей, ценящих время, ведь гости получат 2 сеанса сразу – кино и массаж, сообщили организаторы. Расслабляющий сеанс будет делать профессионал, для которого специально будет отведено место сзади. Дополнительно отмечено, что меры профилактики коронавируса соблюдены. Также массажист никоим образом не будет мешать просмотру киносеанса. Так как подобная услуга в России вводится впервые, ее, конечно же, ее востребованность нужно еще предстоит выяснить. Забавно, следует попробовать новую услугу. И, как известно, iPhone 12 будет представлен в октябре, об этом мы вам уже сообщали.
А до этого времени компания прекращает производство 3 моделей. Это iPhone XR, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Вот такие интересные новости. А сейчас я предлагаю поговорить об индивидуальном инвестиционном счете. Что это такое и как его открыть? Более подробно об этом нам сегодня расскажет эксперт по финансовой грамотности Торгово-промышленной палаты нашей республики Сергей Сафронов. Сергей должен быть сейчас у нас на связи. Алло, Сергей? Доброе утро. Доброе утро, Сергей Серафимович. Очень приятно видеть вас в нашей студии. Вас также Скажите, приятно видеть. Мы знаем, что на начало этого года, на начало августа этого года по всей России количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов, или кратко вы говорите ИЭС, превысило 2,5 миллиона. Расскажите, что это за счет такой и в чем его преимущество для частного инвестора? Ну, действительно, этот счет стал очень популярным в последнее время. В Якутии тоже достаточно много открытых счетов, более 200 тысяч. Это, в принципе, стандартный брокерский счет, но имеющий налоговые льготы. То есть с помощью этого счета можно получить два вида вычетов. Это вычет на взнос или вычет на доход. То есть есть два типа индивидуального инвестиционного счета. Первый тип – это вычет на взнос. Это тогда, когда вы, внеся определенную сумму, можете получить налоговый вычет в размере 13% от внесенной суммы. К примеру, в этом году вы внесете на этот тип счета 100 тысяч рублей. Соответственно, в следующем году вы можете получить 13 тысяч рублей, уплаченного НДФЛ. Таким же образом вы можете получить как при покупке недвижимости, например, при лечении или образовании. То есть схема достаточно простая и позволяет получить гарантированно 13% на внесенную сумму, что при депозитах 3%, может быть максимум 4%, получается очень выгодным. Второй тип – это вычет на доход. Это для тех, у кого нет официального НДФЛ, или для тех, кто хочет, допустим, делать какие-то долгосрочные инвестиции, то есть накапливать значительные суммы на счете. Суть его заключается в том, что весь доход, полученный на этом счете, не будет облагаться НДФЛ. То есть, если на этом счете будет достаточно большая сумма, соответственно, вы можете сэкономить на налоге достаточно много. На первом типе размер возврата ограничен 52 тысячами рублями в год. То есть это получается 13% от 400 тысяч, то есть по первому типу более 400 тысяч рублей не имеет смысла вносить. По второму типу вы можете вносить до 1 рубля в год. Какие есть ограничения, да, как бы не бывает просто так сыра, да, бесплатного. Вообще сама программа, она для того, чтобы стимулировать людей к накоплениям. Соответственно, этот счет должен быть открыт минимум 3 года. Если вы будете изымать деньги ранее, соответственно, вы лишитесь этих налоговых льгот. Второе, как я уже сказал, максимальная сумма – это 1 миллион рублей в год. И третье, вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Сергей Серафимович, скажите, а может ли ИЭС стать альтернативой банковскому депозитам? Есть риски какие-либо при вложении в ИЭС? Да, в качестве альтернативы банковского депозита при вложении через ИИС вы можете использовать наиболее консервативный инструмент. Это облигации федерального займа. То есть, кроме, допустим, вычета по первому варианту, вы, естественно, еще будете получать тот доход, который будет непосредственно от инвестирования этих денежных средств. То есть в случае, если вы покупаете облигации федерального займа, сейчас примерная доходность это где-то около 4-5% годовых. А как и где можно открыть индивидуальный инвестиционный счет? В банке? Где вообще это происходит? И как?
И как сложно это Индивидуальный сделать? инвестиционный счет можно открыть в любой организации, имеющей лицензию Банка России на брокерскую деятельность или на доверительное управление. Соответственно, это могут быть крупные банки, даже желательно, наверное, в каких-то вот крупных таких компаниях, как Сбербанк, ВТБ, Открытие Брокер. Вот, то есть, скорее всего, в тех компаниях, которые входят в первую десятку. И далее вы можете инвестировать уже в самый разнообразный набор инструментов. Это могут быть, как я уже сказал, облигации государственные, могут быть облигации, в том числе республиканские. Более рискованные инструменты – это акции, там доходность вам никак не гарантирована. Вы можете инвестировать через московскую биржу, в том числе и в иностранные акции. Кроме этого, существует большое количество различных фондов, через которые вы можете инвестировать в самые широкие рынки, например, в рынки США, Германии, Китая, России, акции, еврооблигации, золото и другие иные инструменты. И для спекулянтов, соответственно, можно пользоваться производными инструментами, но это требует уже дополнительной, конечно, профессиональной подготовки. А где можно узнать более подробную информацию? Более подробную информацию вы можете узнать вот как раз на сайтах этих компаний, либо вы можете зайти на сайт Московской биржи, либо проконсультироваться у финансовых советников, подойти, к примеру, к нам, получить бесплатную консультацию, потому что в самих крупных банках настолько много клиентов, соответственно, что они не могут уделить достаточное время для того, чтобы подробно рассказать об ИИС. Что ж, огромное спасибо, Сергей Серафимович, за интересную такую познавательную информацию. Я желаю вам удачи и отличного настроения. напоминаю, что у нас на связи только что был эксперт по финансовой грамотности Сергей Сафронов, и мы говорили об индивидуальном инвестиционном счете. А между тем, в Якутии у огородников и садоводов работы непочатый край, ведь все растения нужно подготовить к зиме, и особенно малину. В этом убеждена героиня нашего следующего сюжета Маргарита Карпова. А о том, как она это сделает, вы можете посмотреть в нашем следующем сюжете. Сегодня мы будем готовить к зиме малину. Малина – это теплолюбивое растение, и даже если она не вымерзает, страдает ее плодоношение, потому что почки все-таки зимой подсыхают, и из-за этого она и цветет неохотно, и все, ее правильно надо уложить под снег. Для этого вот мы берем кустики у нас молодые, старые мы уже все вырезали, молодые кустики подкорачиваем вот на такую длину, над листочком сантиметра 1,5 обрезаем. Теперь мы ее должны будем загнуть, к земле пригнуть, чтобы ее снегом конкретно всю укрыло. Для этого мы ее берем, подгибаем, очень аккуратно. Главное, это все делается в плюсовую температуру. Если вы запоздали с утра, когда уже морозец пошел, лучше подождать после обеда. Теперь сделали вот тут, обратите внимание, я подставила туда, положила коробки. Положила коробки, потому что когда малину подгибаешь, есть вероятность их и преломить у стержня. Мы ее пригибаем ее и в пучочек складываем. Пучки ее укладываем таким путем и привязываем к самому низкому стеблю, чтобы не поднимались. Подвязываем веревочками. А накрывать мы ее торопиться не будем. Мы ее накрывать начнем, когда земля начнет промерзать, только тогда мы начнем накрывать ее полотнами, полотном прикроем. Иначе она у нас сопреет. Будем ждать, когда земля уже будет где-то проморожена на 3-5 сантиметров. Только тогда можем накрывать. А потом берется вот такое вот полотно. Я сейчас просто показательно закрою, но я его сниму, потому что там она будет париться стоять. И слишком тепло будет, она еще и расти начнет, что нам очень опасно. Ну вот как-то вот так вот. И будем ждать снегопад. Кустик, который всем очень понравился. Очень урожайная красная смородина сорта Лапландия. Прибоюсь, что она будет подмерзать и охлаждаться будет. В прошлом году я ее не загибала, так зимовала. Вроде ничего, но на всякий случай лучше я ее как бы спакую, и чтобы ее больше снегом укрыло. Пакую я ее таким образом. Беру все ее веточки. У нас тут вот есть опора. Прижимаем ее к опоре и подвязываем. Прямо к опоре ее. Когда снег вот падает, он здесь на ней прямо и ляжет.
То, что она вот с листом, это не страшно. Я с первые годы боялась, что она не успела лист сбросить. Я думаю, даже нашу смородину было бы неплохо тоже для лучшего укрывания снегом. Тоже пригибать хорошо. Мы не можем сказать, почему смородина вот наша не укрытая, и вдруг она сильно поражается черной этой мучнистой росой, ржавчиной, листья болеют, она болеет, и много тли на ней бывает, она изнеженная какая-то. Потому что из-за морозов вполне возможно, что она так себя и ведет. Друзья, мы работаем для вас только в прямом эфире. Пожалуйста, не забывайте об этом. И наш WhatsApp номер всегда для вас открыт. 8 914 279 2262. Смело отправляйте на эти цифры свои сообщения. Мы обязательно их прочтем. А я спешу поздравить, пользуясь своим служебным положением, свою племянницу Александрову Иру с днем рождения. Ира, я желаю тебе удачи, здоровья, успехов в работе, любви. Будь счастлива. Ну а между тем, программа «Новый день», программа добрых новостей продолжается. Так, Малая академия наук объявляет о проведении 27-й по счету Международной олимпиады школьников Туймада. Она пройдет с 1 по 5 октября этого года. И более подробно об этом мероприятии сегодня нам расскажет Евгений Шарин, председатель жюри 27-й Международной олимпиады школьников Туймада. Доброе утро, Евгений. Очень рада вас видеть. Доброе утро. Ну, итак, буквально через неделю стартует Международная олимпиада школьников. Скажите, ну вот она международная, да? Какие страны примут участие? Сколько ребят вообще будет? Ну, вообще, на сегодняшний день поступило около 100 заявок, в том числе это наши школьники, города России. Также ежегодно у нас принимали участие и подали заявки Казахстан, Румыния, Болгария, Таджикистан, Иран. Вот. Мы еще ожидаем, что и другие страны подключатся. Надеемся, что будут еще и представители Германии, Узбекистана, Туркмении и других азиатских стран. Получается, около 100 ребят примут участие в Олимпиаде. Ну, это на сегодняшний день такие цифры, да? Да. А сколько наших ребят будут защищать честь республики и страны в целом? Ну, на сегодня мы сейчас отобрали лучших учащихся наших школ. Это около 40 ребят. Сейчас проходят учебно-тренировочные сборы по подготовке к участию в данной Олимпиаде. С ними работают лучшие педагоги, во-первых, республики, во-вторых, еще приглашенные. Это победители и тренеры Международной олимпиады школьников. Вот. Надеемся, что они хорошо пройдут эти сборы и все-таки большая часть из них примет участие. То есть, получается, не все 40 ребят, да, Да. пойдут в финал, скажем так? Да. То есть это отбор, скажем так, Ну, да? Я они еще, должны, слышала, да, ага. я еще слышала, что в этом году Олимпиада будет проходить в другом формате, она будет проходить дистанционно, вот из-за пандемии, да? Расскажите, вот как именно вы планируете организовать? Вообще решение провести Олимпиаду дистанционно пришло, ну, мы приняли это с большой сложностью. Во-первых, все-таки мы привыкли проводить Олимпиаду очно, когда все ребята приезжают к нам. И Туймада, она первые 26 лет, все предыдущие года, она проводилась очно в летнее время. И все участники приезжали. И она проводилась по 4 предметам. Мгм. Это какие предметы? То есть это получается математика, физика, химия и информатика. А в этом году будет... В этом году мы проводим только по математике. Почему вот именно только по одному предмету? Но С чем это связано? это в первую очередь связано с тем, что мы решили провести дистанционно, во-первых, да. Дело в том, что по физике и химии ребята должны были во второй день Олимпиады провести опыты очно. То есть они должны были заданными материалами сделать какие-то исследования. То есть дистанционно это Да, сложно? это дистанционно они не смогут. А по информатике ребята должны были сидеть в одной аудитории, чтобы у них были одинаковые условия, чтобы не было интернета, скажем. И одновременно там же
система проверяла их решение задач. А как вы будете контролировать процесс проведения вот Олимпиады? Все-таки вдруг ребята где-то подсмотрят, кто-то им подскажет. Риск такой же Ну, есть. Риск, конечно, есть, но сейчас, по-моему, во всем мире используют систему Proctoring. Это система, которая наблюдает за тем, как идет тестирование или экзамен. В этом году Северо-Восточный федеральный университет использовал данную систему для того, чтобы набрать студентов. То есть мы свои испытания проводили с использованием этой системы. И это нам очень понравилось. Мы решили, что можно эту систему использовать и для проведения Олимпиады. Поэтому эта система позволяет одновременно записывать то, что открыто на экране у участника Олимпиады. Она через камеру наблюдает и через микрофон есть записывает весь процесс, звук. То есть, получается, вы будете видеть и слышать все, что происходит вот в комнате и что делает ребенок в конкретный момент. Да? Сложно. А задания будут сложными или... Задания, да, они... Над заданиями работает отдельная методическая комиссия, в состав которой входит, председателем является наш уважаемый Сергей Вячеславович Попов, доктор физико-математических наук, профессор нашего университета. Также в состав входят Александр Сергеевич Голованов, которого мы бесконечно уважаем, и это преподаватель из Санкт-Петербурга, который занимается также и составлением задач Международной олимпиады школьников. То есть уровень очень высокий. Я считаю, что вот эти задачи, которые они нам предлагают, они очень интересные, очень увлекательные, и они, несомненно, дают ребятам такой позитивный посыл, что ежегодно дети стремятся принять участие в этой Олимпиаде. Что ж, огромное спасибо, Евгений, за интересную такую добрую новость. Я желаю вам, чтобы ваша Олимпиада прошла очень интересно, чтобы ребятам было интересно, и чтобы наши ребята справились с заданиями очень хорошо и достойно защитили честь нашей республики и страны в целом. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Через мгновение встречайте моих коллег Карину и Борислава. И не забывайте, что мы для вас работаем только в прямом эфире. Отправляйте свои WhatsApp-сообщения.